Криштиану Роналду стал первым долларовым миллиардером среди футболистов. Эта новость собрала множество лайков, репостов, комментариев и респектов со всего мира. Но вместе с этим находчивые юзеры и троллят учителя, который однажды сказал Роналду, что футбол его не прокормит. Дело было так. Давайте вместе перенесемся в то время. 1996 год. 11-летний Криштиану Роналду получает приглашение на 3-дневный просмотр в Академии Лиссабонского спортинга и быстро убеждает директора детско-юношеской школы в своей мегаперспективности. Но именно с этого момента в жизни легендарного португальца стартовал самый сложный экзамен – проверка на прочность его характера. Кстати, друзья, как вы думаете, с каким футболистом сравнивали Роналду в Академии спортинга? Пишите свои варианты в комментарии. Знающим правильный ответ – наш большой респект. Итак, на чем мы остановились? Ах да, мы говорили о самом сложном жизненном экзамене. После переезда в Лиссабон 11-летний Криштиану столкнулся с большой проблемой. Его никто не понимал. Все дело в том, что на острове Мадейра, откуда родом Криш, очень своеобразное произношение, и оно прилично отличается от местного диалекта. Роналду страшно дразнили как в команде, так и в школе. «Было очень странно, что совершенно никто меня не понимает», рассказывал Роналду в одном из интервью. «Несколько раз у меня возникало чувство, что я говорю на каком-то другом языке. Стоило мне раскрыть рот, как вокруг немедленно принимались хохотать и передразнивать. Я чувствовал себя совершеннейшим клоуном и ревел от стыда. Звонил маме и говорил, что хочу домой». Руководство Академии спортинга даже просило маму срочно прибыть в Лиссабон, чтобы успокоить футбольного вундеркинда. Да-да, именно тогда, в первый год, в 1996 году, Роналду мог сдаться, вернуться на Мадейру и играть за местный Насьональ. А уж как бы там было дальше, одному богу известно. Но вместо этого паренек сцепил зубы и победил все насмешки. Особенно тяжело Роналду переживал насмешки учителей. Вы наверняка слышали историю о том, как совсем еще маленький Криш бросил стулом в преподавателя. Слышали же? Ставьте лайк, если да. Так вот, один из воспитателей Академии спортинга, возможно, даже тот, в которого Роналду и бросался стулом, однажды сказал Криштиану: «Футболом ты себя не прокормишь». Роналду возразил и принялся доказывать обратное. В 11 лет я был тощим, без мышц. Я знал, что очень талантлив, но решил, что буду работать больше и усерднее всех. Я решил тренироваться так, словно могу стать лучшим в мире. Писал Криштиану в шикарном рассказе для Players Tribune в октябре 2017 года. Прогресс Роналду не заставил себя ждать. Криштиану стал первым игроком в истории Академии спортинга, который за один год сыграл за 5 клубных команд. Ю-16, Ю-17, Ю-18, резервную команду и, наконец, первую команду. Футбол не прокормит? Этот прогноз точно не для Криштиану. Согласно подсчетам авторитетного журнала Forbes, Роналду только на футбольных контрактах заработал около 650 миллионов долларов. Еще 350 миллионов душ Сантуш Авейру заработал благодаря спонсорским контрактам, в том числе пожизненному с Nike, который приносит ему до 20 миллионов в год. Также у Криштиану есть собственный бренд CR7, а еще Instagram с 222 миллионами фолловеров. Только за время двухмесячного коронавирусного карантина Роналду заработал на рекламных постах в нем 2 миллиона долларов. Нынешняя жизнь Криштиану – это сплошной успех. Шикарный автопарк, личные самолеты и яхты, недвижимость во многих уголках мира, развитие собственного бренда CR7 и самое главное богатство – семья. Красотка Джорджина рядом и 4 детей. Знаете, вот мы реально должны сказать спасибо тому учителю, ведь он раззадорил и замотивировал юного Криштиану Роналду. Зная поступки Роналду, мы не удивимся, если он вскоре лично найдет этого преподавателя и сделает ему памятный презент за ту мотивацию.